Доброе утро, Республика! Рады приветствовать всех в эфире национальной вещательной компании «Саха». Новый день выходит в новом формате, и мы вместе с Катей Винокуровой находимся где? В общеобразовательной школе номер 6. Новая рабочая неделя, новая школьная неделя. И сегодня наше утро начинается вот так вот по-школьному. Ну, вот лично я вспоминаю школу всегда только самыми теплыми чувствами и всегда хотел идти с утра в школу. А еще, мне кажется, с большим желанием можно приходить в школу, если она новая, как школа номер 6, в которой мы сегодня находимся. 18 ноября на календаре, понедельник. Да, мы работаем в прямом эфире для вас, мы действительно находимся прямо сейчас в школе, и давайте сейчас узнаем из прогноза погоды, по снегу или с ветром отправятся наши школьники сегодня на учебу. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается минус 22, минус 25. В Заречье утром минус 23, минус 33 градуса, днем минус 22, минус 30. В Южных Улусах утром минус 26, днем минус 24, минус 25 градусов. В Вилюйских Улусах минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских минус 30, минус 38 утром, днем до минус 31-35 градусов. В Западных Улусах минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30. В Колымендигирских Улусах минус 11, минус 22 утром, днем минус 7, минус 20 градусов. А в Янских Улусах минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23. В северо-западных минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 22 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается до минус 22, минус 24 градусов. Ну, вот пока погода нас балует, и думаю, достаточно тепло. И вот сейчас, когда я ехал, шел такой легкий снежок, было замечательно, тепло. Не по-ноябрьски, по крайней мере. С чего начинается школа? С чего начинается? Начинается, наверное, с охраны, я думаю. С охраны. А я вот думаю, начинается еще и с директора, который встречает вместе с охраной. И нас сегодня тоже встречает директор. Это Маргарита Николаевна Куличкина. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, с чего начинается ваш день? Наш день, мой день начинается, конечно же, с встречи с детьми, коллегами, изучение нормативно-правовых актов, будем так говорить, конечно. Это, Ну, вот нас еще встречает человек, который здесь каждую ночь бдит за порядком. Анатолий Степанович, скажите, в чем ваш функционал основной? Ну, мой рабочий день начинается ночью, то есть в 6 часов я засыпаю на дежурство ночное свое, провожаю детей, закрываю за последними преподавателями школу и слежу за объектами жизнеобеспечения школы. Утром я в 5 часов открываю все ворота, калитки, двери, включаю свет и встречаю первых детей, которых, кстати, приводят очень рано, потому что наш микрорайон расположен довольно далеко, родители работают где-то в центре города, и приводят детей уже в 7, 7:15, 7:30. И вот первые дети у нас приходят в это время. То есть у нас есть шанс сейчас застать первых детей? Может быть. Скорее всего, сейчас они скоро будут подходить. Анатолий, сколько вы уже работаете? Я в этой школе работаю уже 5-й год. Вот в этой новой школе вот с сентября уже мы приехали сюда. Так что коллектив мой хороший коллектив, молодой. Маргарита Николаевна, школа открылась, новая школа номер 6 открылась в сентябре, да? Расскажите, сколько обучается на сегодняшний момент школьников, какие классы? Ну, у нас в этот год действительно очень знаменательный. Почему? Потому что мы 1 сентября открыли эту школу, 2 сентября мы уже начали тут обучаться.
Ну, если в прошлом году у нас в школе было, например, 769 учащихся, то в связи с вводом новой школы у нас на сегодня 909 учащихся. И также увеличилось количество классов комплектов. Это у нас было в прошлом году 26 классов комплектов, а в этом году увеличением площади это 29 классов комплектов. Ну Обучение идет с 1 по 11. Нет, у нас школа основная, это с 1 по 9 класс. Но в связи, да, опять-таки, с новым зданием, с новыми площадями, с новыми, как говорится, техническими возможностями, мы планируем через года 2 уже стать средней школой. Но здание не микрорайона. типовое, да, вот как у нас в Якутске, оно отличается от нового. Нет, ну, оно, конечно, типовое, потому что это все-таки школа специально строилась по проекту «Школа», и она строилась по программе государственно-частного партнерства. Вот, и начали эту школу, первую сваю спустили весной 2017 года. Ну и вот в 2019 году мы уже вот тут вот находимся, обучаемся, развиваемся, работаем. А сколько педагогов работает в У школе? нас на сегодня 54 педагога. Ну и основной состав это уже технический персонал. Приблизительно у нас 94 человека в школе, работников. Вот. Какие классы, да? Ну, так как у нас с 1 по 9 класс, у нас в этом году, значит, особенность какая была? Особенность в том, что первые классы, у нас количество классов комплектов увеличилось практически на 2. Да, планировали мы 3 класса открыть, а открыли мы 5 классов. По 30, в среднем по 33, по 35. У нас даже есть класс первый, там где 36 учащихся. Но это вот, я думаю, то, что объясняется тем, что у нас очень стало... Ну, город развивается вот в этом направлении, да, здесь работает программа переселения, программа для детей-сирот, дают многодетным семьям земельные участки, поэтому вот этот вот микрорайон, он очень так расширяется, практически ежедневно я принимаю, ну, по одному, по 2 ребенка, это уж как правило. Приезжают с улусов, переезжают сюда, покупают квартиры, потому что возможностей сейчас для молодых семей очень много. Полина, давайте попробуем пройтись по школе, немножко расскажите нам о том, что есть в школе, какие есть условия для обучения учащихся. Так, ну у нас школа полностью укомплектована, как я ранее об этом уже говорила, да? Вот так вот, а сейчас с правой стороны у нас там медицинский кабинет, мы потом его туда посмотрим, зайдем. Но сейчас я вас приглашаю в самое, как говорится, приятное и вкусное место, это столовая. Мы Это полностью согласны. Вот как только мы переступили порог школы, сразу нас наши... Встретил вкусный запах. Да, очень приятные ароматы и прям какие-то даже ностальгические такие. Вот, пожалуйста, сюда проходите. Столовая – это, конечно, такое место, которое, ну, самые первые вот приходят в школу, это работники столовой. Да, потому вот что мы им надо сейчас подготовить, узнаем, да, во сколько. да, им надо Готовить, подготовить, да? приготовить, Ага. рассчитать, все это накрыть. Вот. И, Виктория, пожалуйста, сюда пройдите. А мы сами придем к Виктории. Ну давайте. Сейчас мы к вам зайдем. Сейчас мы Доброе все там зайдем, пробы снимем. Катя больше всех будет кушать. Я очень голодная, если честно. Доброе утро. О, Виктория вас встречает, пожалуйста. Вот сегодня в детском меню у нас, значит, рисовая каша, пряник, чай с лимоном, витаминчики. В каше рисовой находится очень много микроэлементов, находится железо, витамин D, клетчатка, все, что полезно нашим любимым деткам. Питаем мы примерно 630-700 человек. Вот, все уже сварили, уже ждем детей. 8:30 уже детишки к нам придут. Вот. Уже на раздачу готово, самса с курочкой, пирожочки. В общем, мы работаем. Вот, это наш коллектив, пекарь Гуля и повар Сати Гагиковна. Вот всегда в строю, всегда на работе. Виктория, расскажите, насколько разнообразное меню, да, ежедневно, там, конкретно что-то определенно. Вот сегодня мы видим пирожки, самса.
Да, ежедневное меню каждый день меняется. Это все утверждено Санпином и Роспотребнадзором, и Управлением образованием. И у нас и супы, и вторые блюда, и гуляш с гречкой, и, значит, пюре бывает, и жаркое, и, в общем, да, все вкусно. А вот есть какое-то излюбленное блюдо у детишек? Вот вы ведете какие-то наблюдения? Конечно, есть. Они очень любят жаркое, любят пирожки, любят каши, кстати, как ни странно. Нынче- Видимо, готовят самые вкусные здесь каши. Я вот смотрю, там вот как раз что-то готовится. Сатик, что вы готовите? Сейчас пюре, я так понимаю? Да, раздачи пюре, картофельное пюре. Сатик Григорян, да? по-моему, да? Как долго вы уже работаете поваром и конкретно в этой Ну, первый раз я посетница была, потом это поваром, уже 3 года работаю. третий год? Ага. В чем секрет вкусного пюре? Ну, не знаю, наверное, все как Вот я смотрю, здесь масло сливочное добавили, еще да? Здесь соль. немного воды, да? Да. Сколько соли надо добавлять? Ложку на сколько? Одну тазика вот картошку, одну ложку соли, одну ложку сахара, еще сливочное масло, немножко вода. Вот прям вот. У меня слюнки текут. Катя, у тебя Вот текут? весь тазик бы и съел, да, наверное? Не, ну тазик нет. Это уже, конечно, не в моих силах столько съесть. А меня вон на мучное тянет. Вон то, что там лежит. Ага. А вообще, ну вот как нам сказала директор Маргарита Николаевна, да, самые первые люди, которые приходят, это повара. Во сколько начинается рабочий день у поваров? В 5 утра уже на работе. Не только мы рано просыпаемся, Да. Да, А в во 5. сколько уходите? заканчиваем. В 6 часов. В 6 часов идем домой, потому что до 4 дети кушают. Ну и, соответственно, нужно все убрать потом и пойти домой. Вот у нас есть предложение продолжить беседу с нашими коллегами-поварами после одной интересной рубрики, которая связана со школой, а именно... Да, школьная рубрика, она называется. Мы из нее сегодня узнаем, где находится полюс холода северного полушария Земли и каких животных Моисей взял в свой ковчег. Ответы в нашей рубрике. Кто написал роман «Герои нашего времени»? Михаил Юрьевич Лермонтов, Лев Николаевич Толстой или Николай Васильевич Гоголь? Толстой. Толстой, наверное. Лермонтов? Лермонтов. Лермонтов, по-моему, был. Лермонтов. Герой нашего времени написал Лермонтов Михаил Юрьевич. Чему равно отношение пути ко времени? Это скорость или расстояние? Расстояние? Расстояние, наверное. Расстояние. Скорость. Скорость? Скорость. Ко времени. Скорее всего, скорость. На территории России находится полюс холода северного полушария. Где находится? Новосибирские острова. На севере. Аймекон? Аймекон, наверное. Аймекон. Аймекон. В Аймеконе. В Аймеконе? Три плюс 3 умноженное на 3. 3 плюс 3 умноженное на 3. 6. 18. 32. 3 плюс 3 умноженное на 3. 18. 12. И 12. Так, 12. 12. Каких животных взял Моисей в свой ковчег? Каждой твари по паре. Собачки, наверное. Мне кажется, всех животных, которые живут на земном шаре. Ну, лошадь. Свинья. Курица. Корову, собаку, не знаю. Ну, всех? Это Ноев был. Ноев ковчег же.
Это Моисей, это, по-моему, я не помню, кто это. А, пророк. Ага. Это Моисей, он не брал там, короче, животных. Что измеряют в кельвинах? Силу тока, температуру или мощность? Ничего из этого. Ток, не знаю. Ток, наверное. Мощность, скорее всего. Силу тока? Температура. Температура. Почему в природе белые медведи не едят пингвинов? Ой, я не знаю. Белые медведи не едят пингвинов? Не знаю. Потому что они не летят. Потому что они не общаются. Ну, у них в организме что-то есть, наверное. Чего нельзя, да. Они рыбу, тюлени кушают. Пингвины там не живут. О разных полушариях живут. Они на разных полюсах находятся. Да. Итак, мы плавно перетекли за стол. У меня такое прям вспомнилась передача «Пока все дома» почему-то. Как будто мы сидим, обедаем, ужинаем. Очень приятные ароматы, я уже сказала. Сейчас будем пробовать. Это ты так технично, чтобы я поговорил с гостями. А Иван ты тут Петрович, съела, да, побеседует. Хорошо. Что здесь представлено? Здесь представлено, значит, детское питание, каша рисовая, пряник, чтобы вы отведали и поняли, чем мы питаем наших деток. Чай с лимоном, хлебушек. Это вот самса с курицей и слоечка с творогом. Пожалуйста, попробуйте, очень вкусно. Это вот все, ну, то, что в меню есть. Ну, это и не только, это вот как бы то, что готово сегодня, сколько? 7 утра. Полноценный завтрак. Да, но мы-то успеем еще сейчас все это в перерыве. Все здесь быстренько съесть. Но ты можешь попробовать сейчас. А мы снимем, как ты кушаешь. Я попробую. Точно? Так. Ну давай. Попробую. Итак. Все, перестаем снимать Катю, она сейчас будет кушать. Вот я же говорю, Да, пожалуйста, продолжайте общаться. Не остановить. Сколько приблизительно порций в день вы готовите? Ну вот 650-700 порций. Это всего и первого, и второго? Нет, это вот только детского питания. Вот сегодня, например, каша, и завтра, допустим, будет жаркое. Вот жаркое будет, чай и хлеб, допустим, да? Жаркое будет с говядиной. Вот их тоже 630. А остальное, ну вот на раздачу, котлетки, кто хочет, ну, попробовать, покушать буфетную продукцию. Какие продукты вы используете для того, чтобы все приготовить? Вкусно. Ну, каша рисовая, значит, это у нас рис, соль, Вот какой лучше молоко. использовать для каши? Круглозерный, длиннозерный, там шлифованный? Круглозерный, конечно же, да. Он потому что разваривается и быстро впитывает молоко. И поэтому получается вкусно. Длиннозерный он будет стучать на зубах, дети такое не любят. А педагоги, учителя тоже питаются в столовой? Да, конечно, да, и они любят и детское питание, и буфетную продукцию. Маргарита Николаевна, ну что вы любите? Ну, мы, во-первых, очень довольны, то, что нас обслуживает ООО «Виктория», вот во главе с Викторией. Мы уже, по-моему, 3-й год работаем с вами, да? Да. Вот, и ну, взаимопонимание полнейшее. И, как говорится, если есть какие-то там, ну, работа есть работа, да, мы как контролирующие тут тоже вот постоянно на контроле этот весь процесс держим. Когда мы, допустим, работали еще в старой школе, я все время буду опираться на то здание, потому что все-таки идет разговор сравнения, да, там у нас была буфетная система. Вот во главе с Викторией вся продукция и все питание изготавливалось, по-моему, в 3-й школе, да, и вот вывозили с 3-й школы. И у нас была буфетная, и там, конечно, было не очень удобно, но, по крайней мере, учились, жили, работали. Вот, а сейчас вот полная столовая с полным перечнем оборудования. Так что вот эти вот девушки, которые работают, это вот Виктория, по-моему, набрала в этом году, да? Да, вот да. они вот недавно, с 1 сентября, только начали с нами работать. Вот, Ну, поэтому, вы лично конечно, чем любите полакомиться? ну у меня только суп.
Я ем Вы суп. на диете. Я ем суп, и мне это нравится, конечно, да. То есть нету такого положения, то, что, допустим, вот я голодная, куда бы сходить, поесть. Вот пришла, спустилась, здесь вот Всё на месте, Все на да? месте, да. Очень удобно. А допустим, бывает, что сюда приходят просто вот жители близлежащих домов, чтобы Да купить нет. что-то для себя или Нет, нет? нет, такого случая нету. Но все-таки это детское столовое, школьное питание, поэтому, конечно, Да, конечно, это, никаких чужих, да? нет, это недопустимо. Ну, я думаю, после нашего эфира всем захочется сюда приехать. Но это не... Мгм. Виктория, а у вас мы понимаем, что вы работаете с едой, но тем не менее, какое ваше любимое блюдо, можно узнать? Я люблю все, и я люблю и выпечку, и супы, и второе. Ну, даже я не могу так вот сказать определенно, я люблю все. Да, и каждый день рацион разный. А сколько вы уже вот занимаетесь этим делом? 10 лет. А что заканчивали? Я училась в Москве, и потом училась здесь, именно по профилю повара, да, и детского питания. У меня есть множество сертификатов, ну, как повышение квалификации. А так я высшее образование, менеджмент организации у меня. А вот в чем принципиальное отличие, вот, допустим, той же самой рисовой каши для детей от той рисовой каши, которую мы варим, допустим, дома? Есть ли какие-то вот там масла меньше, там соли меньше, или, там, допустим, по тем же самым супам? Ну, наверное, нет, потому что я стараюсь делать так, как дома, чтобы детям нравилось. Ничего я там не долаживаю, да, или не подлаживаю. Я делаю так, как я люблю, я всегда пробую, и чтобы детям нравилось. И им нравится. Я стараюсь, мы стараемся. Всем коллективом. Здорово. А вы всегда хотели быть поваром? Нет. Или так получилось случайно? Да, так получилось случайно. Ну, расскажите. Ну, у меня мама замечательный человек, она технолог, вот она вообще мастер своего дела, она работала и как бы получилось, мне передала это все. Я потом работала с ней, но потом получилось так, что, ну, она заболела, да, и ей пришлось маленько отстраниться. И я взяла все в свои руки, и у меня получилось. Вот, и она сейчас, ну, радуется, она мне помогает. И вот мы как-то вместе, всей семьей, в общем. Здорово. А есть ли какое-то С любовью, да. А есть ли какое-то блюдо традиционное, которое передалось вам от мамы, допустим, может быть, от бабушки, еще какое-то семейное? Ну, от мамы, конечно, много передалось. Вот в детстве, помните, например, пельмени, да? Лепили пельмени. Мы до сих пор это делаем, и всей семьей делаем. Вот сыну у меня 12 лет, мы всегда делаем, вот сейчас, да, время этих пельменей. Вот, в общем, наверное, оно традиционное. Блины я люблю с детства стряпать. Вот она мне вклала, я вообще блины, блинчик, блинчик мое коронное блюдо, наверное, да. С любыми начинками, да. Очень люблю блины стряпать. Что ж, ну я думаю, что за окном, несмотря на то, что за окном еще темно, наши коллеги, я думаю, готовы ознакомить нас со свежими событиями, которые произошли за вчерашний день и, возможно, этой ночью. Ну, я предлагаю смотреть вот сюжет один, да? Утро весь день строит. Или потеряешь час утром и будешь бегать за ним весь день. Такие поговорки можно чаще слышать касательно утра. Собственно говоря, и сейчас мы можем применить ее к нашему сегодняшнему утру. Так, как сделать так, чтобы начало нового дня послужило прочной основой предстоящего, да еще и вдохновило на новые свершения. Своим секретом с нами поделятся московские студенты, а им всегда приходится вставать намного раньше, чем якутским студентам. Наверное, как нам. Они там в 4 утра встают и бегут. И жители мегаполисов уж точно знают, с чего надо начинать утро. Будучи десятиклассником, Вячеслав Штейнингер приехал на конференцию в Москву и влюбился в этот город с первого взгляда. С того дня идея покорить Первопрестольную преследовала юношу. Окончив школу, Вячеслав, не задумываясь, переехал в столицу. Сейчас молодой человек в одном шаге от получения диплома горного инженера. Я знал, что я буду учиться на специалитете, это 5,5 лет, это не как бакалавриат. И, наверное, первые 2-3 курса это было тяжело, а потом, наверное, ты уже привыкаешь ко всему, у тебя уже в голове порядок, что нужно делать все в первую очередь, все домашние задания, а потом уже отдыхать и не сдавать все в последний момент. Это очень помогает и экономит время.
сложнее всего это проснуться сразу и не тратить время, лежа в постели, дремля. Помогает мне проснуться и сделать зарядку, например, подтянуться хорошенько или пойти сразу умыться. Это хорошо может тебя взбодрить и разбудить. А вот у его соседа по комнате, якутянина и также будущего горного инженера Давида Захарова, утро начинается немного по-другому. Для меня утро это в первую очередь надо проснуться сначала. Проснуться, потянуться, встать, умыться, почистить зубы и пойти на пары. Как пройдет день, зависит, наверное, только от меня, от моего настроения. Настроение почти всегда хорошее, поэтому дни тоже проходят хорошо. Но каждый из ребят убежден, что полезный завтрак всему голова. К примеру, Слава предпочитает трапезничать овсяной кашей с фруктами. Когда я стою, жду, когда мне, допустим, что закипит, открываю окошко, хороший такой морозный воздух помогает охладиться, посмотреть, как на улице дела обстоят. Обычно часов 8, здесь очень много машин, люди едут на работу, и ты смотришь, как за этим наблюдаешь. На самом деле ты понимаешь, вот жизнь кипит, люди идут, и ты понимаешь, что ты идешь в верном направлении. Правильно говорят, что жизнь в большом городе – это всегда испытание, но вместе с тем и возможности, и нужно достойно принимать все удары и поцелуи судьбы. Ну а хорошее и доброе начало дня никто не отменял, ведь оно позволяет провести весь день на позитиве. А там, где улыбка, там и успех. Надо относиться к жизни проще. О чем ни о чем особо так, не напрягаться, не думать, и тогда всегда все будет хорошо. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Специально для нового дня. Мы решили теперь ознакомиться с оборудованием, которое установлено в этой школе. Что такого интересного и нового здесь стоит. И вот сразу возникает вопрос: Виктория, это что? Это посудомоечная машина. Здесь мы моем стаканчики, ложки. Вот над ней, значит, вентиляция находится. Ну и вот мойка, полки, стол. Ну, в общем, все как обычно. А сколько времени нужно, чтобы вот она все помыла? Времени, 20 минут она моет, потом останавливается, потом следующая партия. Вот так вот быстро, в общем, мы успеваем от перемены до перемены накрыть стол. Я смотрю, там объем такой неплохой загружается, да? Да, и вверх, и вниз, машина. да? Хорошая машина. Так, а вот там что? Пойдемте-ка посмотрим. Катя хотела бы себе такую посудомоечную машину домой? Ну, не такую За большую. 20 минут. Так, а это что? А это конвекторная печка. Здесь изготавливаем, здесь пекутся, могут быть и вторые блюда, и выпечку мы здесь печем, которая идет буфетная продукция. Она маленькая, нам хватает именно на буфетную продукцию. Вот конвекторная печь. Так, а вот там что? А это сковорода электрическая. Здесь мы делаем жаркое, плов, вторые блюда здесь готовим. А здесь духовочки. Здесь мы изготавливаем вот эти прекрасные пирожки, самсу, и различные булочки. Вот. Могу смело догадаться, это миксер. Да, миксер. Здесь мы заводим тесто. Замечу, тесто там есть. Да, наша Гуля сейчас будет Пахнет печь вкусно. вкусные пирожки и булочки. Оператора прошу показать это вкусное тесто. А это что? А это тоже, это тестомес, маленький тестомес, значит, здесь тоже все для теста, в общем. Хорошо, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. После этого мы обязательно продолжим, а пока успеем перекусить то, чем нас сегодня будет кормить столовая. Здравствуйте! В прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня.
Минимальную зарплату региональных бюджетников предложили сделать не ниже 2 прожиточных минимумов. Установить зарплатную планку предлагается для педагогических медицинских работников и работников культуры, которые трудятся в государственных и муниципальных организациях. В качестве источника расходов на повышение предлагается использовать доходы бюджетов, которые вырастут вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы. Принять документ авторы предлагают оперативно, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года. Кабинет министров страны одобрил законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства. Документом предусматривается закрепление понятия национальной гарантийной системы, под которым понимается система организаций, обеспечивающих во взаимодействии друг с другом кредитно-гарантийную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на основании единых стандартов, говорится в сообщении. Помимо этого, законопроектом также регулируется деятельность общества корпорации МСП по оценке финансовой устойчивости, а также эффективности деятельности региональных гарантийных организаций по оказанию последующей финансовой поддержки. В Якутии снизилась смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Показатель за 9 месяцев этого года опустился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает пресс-служба главы правительства региона. Отмечается, что по сравнению с Россией смертность населения республики от болезней системы кровообращения ниже практически на 40%. То есть в стране этот показатель должен быть достигнут к 2024 году, а мы сегодня уже на этом этапе. И это большая заслуга наших докторов, приводятся слова министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой. Глава ведомства напомнила, что в начале этого месяца якутские хирурги применили метод криоабляции, основанный на воздействии экстремального холода с замораживанием отдельных клеток миокарда, которые вызывают нарушение сердечного ритма. И к другим темам. 2 новых предмета ввели в школах Ленского района. Родной русский язык, родная литература – это обязательные предметы итоговой оценки, по которым выставляется в аттестат. На уроках русского языка упор делается прежде всего на грамотность, а задача учителей по родному русскому языку – не дать забыть школьникам ушедшие из современной речи слова. Учебников по новым предметам пока нет. Педагоги самостоятельно выстраивают методику преподавания, руководствуясь рекомендациями Департамента образования. Купол весом 80 тонн установили на главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кобинке. Самый большой купол, украшенный духовной и героической символикой, занял центральную часть сооружения. Предварительно он был собран на площадке рядом с главным входом. Его зафиксировали на одной из башен храма. Для установки был использован кран грузоподъемностью 750 тонн. Первый купол храма установили 8 ноября. По проекту постройку планируют сделать 6 куполами. Ее общая высота составит более 90 метров. Строительство храма планируют закончить в следующем году к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его называют царем и богом всех баянистов. Всемирно известный музыкант Фридрих Лепс прибыл в Якутск. Визит ознаменован в рамках реализации национального проекта «Культура». В столице Якутии музыкант провел мастер-класс для учащихся музыкального колледжа. Профессор, заведующий кафедрой баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных, разобрал ошибки наших студентов на конкретных примерах. Вместе с Лепсом в Якутск приехал его протеже и ассистент. Он дал в Якутске сольный концерт. Этот проект только-только начался в этом году, поэтому были мы уже в Томске. Недавно я провел мастер-класс в Москве, и вот это 3-й выезд в этом году. И планируется ряд выездов на будущий год. Вообще я в Якутске 1-й раз, мне здесь очень нравится, хотя раньше я был на гастролях, но в Мирном, причем не 1 раз. В Якутске прошли соревнования по традиционным видам спорта «Игры Буатуров». Это уже 9-й по счету масштабный фестиваль. Участниками игр стали 14 студенческих команд. Все они прошли успешно отборочный этап. Сильнейшие спортсмены-студенты соревновались по 8 видам традиционного спорта. Отметим, что впервые «Игры Буатуров» организовали в 2010 году, а спустя 5 лет их приурочили памяти Алексея Никифорова, который спас утопающих детей. Спасибо коллегам, и мы продолжаем вещать со школы номер 6.
И со столовой мы вернулись в холл школы. Довольные и видим, вернулись, и сытые. довольные, сытые, а кто-то вот недовольный стоит. Ранние пташки, да, можно вас назвать. Самые первые учащиеся этой недели, этого понедельника. Представьтесь, пожалуйста. Как зовут? Стас. Стас и? Степан. Степан, вот почему так рано? Никого нет, а вы сидите. Ну, родители работают, потому что... Родители приводят пораньше, да? Ну, такая же история. Такая же история. А в каком классе вы учитесь? В каких классах? Ты в каком классе? Не помню уже. Забыл, в каком классе учиться. В пятом. В 5 классе. Ага. Кабинет говорили? Нет, Нет, класс класс какой? Четвертый. 4, 5. 4. Вот. А как можно забыть, да? Любимые предметы какие? Тоже забыл? Не проснулся. А у тебя? История геометрия. Геометрию уже проходите? Так рано уже геометрия? Да, есть геометрия. А по истории что нравится? А? По истории что нравится? Можно рассказывать. Даты исторические запоминаешь? Да. Знаешь что-то новое, интересное, прошлое, будущее. Замечательные ученики. Спасибо большое, ребята, за то, что вы нам уделили немного времени. Хочется пожелать вам успехов в учебе, познавать что-нибудь новое. А мы идем с директором теперь на экскурсию по школе. Сейчас директор нам будет что-то интересное показывать. У них тут есть, кстати, медкабинет, а еще есть стоматолог. Да, Знала сейчас бы? пойдемте Вот про стоматолога не знала. А про пройдемте медкабинет, да, медицинский очевидно. кабинет. Этот медицинский кабинет у нас... Вот у школы есть успехи. Так, ну давайте начнем вот с этого. Вот получили с новой школы вот такое вот оборудование. Пройдемте сюда. Это оборудование, значит, стоматологическое. Ну, мы его еще пока не настроили. И будем работать дальше над оснащением этого кабинета. Я думаю, то, что в ближайшем будущем, наверное, конечно, мы будем уже принимать детей, будем искать врача. Ну здорово, Ну, то есть- не во всех школах есть. Ну, я как врач могу сказать, хорошая стоматологическая установка, есть ультралайт для хранения инструментов, компрессор, то есть все здесь автономно. Врач по можно специальности? Да. Да? Очень интересно. Так, идем Дальше пойдемте, да, Что потому там? что ну, медкабинет это вот так вот, сейчас вот я говорю, глядя вот на это, можно сказать, здесь целая поликлиника. Вот это вот Это изолятор. вот с чем связано, да, стоматологический кабинет? Вот. Ну, полная как комплектация это обязательно сейчас по требованию. Вот. Медсестра Ну, есть, и- да, фельдшер? Нет, Приходящий. у нас нету штата медсестры. Дело в том, что значит, сейчас работает специалист по гигиеническому воспитанию. Ну, этот гигиенист, он, конечно, имеет медицинское образование. Но в ее компетенции не входит там выставление прививок и так далее, да? Ну, доврачебная первая помощь, оказание и в основном работа в воспитательном направлении. Это Сам просвет работа. да. Это проводит беседы, лекции, индивидуальные занятия, отдельно, например, допустим, для девочек там, особенности для мальчиков, да. Ну, это вот медицинские карты и Ну вот даже в каждом по кабинете оснащению вот у нас, препараты первой необходимости все да, имеются. да, Посмотрел конечно. даже. Если Ну, чаще вы как всего, медик, да, живот вы как заболел, там медицинский есть. работник, пожалуйста, смотрите. Маргарита Николаевна, но мы уже успели пообщаться и с учениками, и с поварами, и с охранником мы даже встретились, да? А кого еще не хватает? Ну, Педагогов, конечно, я это же учителя наши. Сейчас я вас туда проведу. Ой. Так, ну идем. Ну вот пока мы идем туда, к учителям, давайте мы посмотрим наш стенд. Ну, наша гордость, Вот да? это вот, да. Наши достижения. Ну, это, конечно, достижения детей в спортивном направлении и в научно-практической конференциях. Так, вот здесь вот у нас на этом стенде
показаны те лица, которые работали ранее в этой школе руководителями. Ну а там, конечно же, эти наши выпускники, учителя. Возвращаются, да, учителя? Ну, ученики, точнее, после того, как получили образование в школу. Не Как-то все? это самое. Ну, это, как говорится, это же город. Поэтому здесь возможностей больше. И разные микрорайоны, здесь это тоже, как говорится, своя специфика. Вот, поэтому, конечно... есть кем гордиться? Учащимися, теми же педагогами? Да, конечно же, у нас есть учителя, которые очень много лет работают в данной школе. Более, например, допустим, там около 20 лет. Вот, и хотелось бы назвать такого заместителя директора по учебно-воспитательной работе в начальных классах. Это, конечно же, уважаемая Стрекаловская Зинаида Николаевна. Она много лет работала здесь директором школы. Вот, и сейчас она продолжает свою деятельность. Так, Светлана Афанасьевна Егорова, заместитель директора, тоже по учебно-воспитательной работе. Тоже около 20 лет работает она в этом. Вот. Ну и такие учителя, которыми уже гордится и республика, и город. Это учитель истории Лена Георгиевна Сафонова. Вот. И, конечно, так, учитель русского языка, это Кудряшова Людмила Владимировна, да, которая имеет много тоже результатов по олимпиадам, по научно-практическим конференциям. Ну, таких учителей, конечно, много. Так, мы пожалуйста, пожалуйста, тогда сейчас приглашаем вас. Поднимаемся на второй этаж. Так, это у нас второй этаж, актовый зал. Смотрю, там кабинеты открыты. Да, это вот. технологии. Давайте Да, заглянем. пойдемте, да, этот. Швейные машинки видно. Да, утюги. это вот мы тоже получили с новой школой. Это кабинет технологии для девочек. Швейные машинки, ну и вся компьютерная техника. Так, хозяйка этого кабинета Ирина Панкертовна Николаева. Тоже постоянно принимает участие ее учащиеся на различных там городских, республиканских научно-практических конференциях, олимпиадах. Тоже дают такие хорошие результаты. Владимир, сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и далее продолжим. Хорошо. Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 18 ноября на календаре. И мы просыпаемся сегодня вместе со школой номер 6. И сейчас мы находимся в кабинете начальных классов. А ты сейчас расскажешь о погоде. По какой погоде наши классники наши пойдут? учащиеся начальных классов пойдут учиться этим утром. Итак, сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 23, минус 27 градусов. Днем ожидается до минус 22-25. В Заречье утром минус 23, минус 33 градуса. Днем минус 22, минус 30. В Южных утром минус 26, днем до минус 24-25 градусов. В Вилюйских Улусах минус 27, минус 38 утром, днем минус 27, минус 28. В Нижнеленских Улусах минус 30, минус 38 утром, днем минус 31, минус 35. В Западных Улусах минус 24, минус 37 утром, днем минус 22, минус 30. В Колымайдигирских Улусах минус 11, минус 22 утром, днем до минус 7, минус 20 градусов. В Янских Улусах минус 18, минус 26 утром, днем минус 18, минус 23. В Северо-Западных Улусах минус 26, минус 43 утром, днем минус 24, минус 38 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 22 градуса, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,7 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 22, минус 24 градуса.
Олеговна, Нонна? Знаете, вот для меня лично тяжело, с учетом того, что у меня ребенок учится в начальной школе, некоторые задания решать. Они меня ставят в тупик. Сложные задания. Они вроде бы простые, но я не могу на них ответить. Мне почему-то тоже кажется, что с годами все сложнее и сложнее усложняют школьную программу, потому что когда я училась, тоже, по-моему, не так все припоминается. Маргарита Николаевна, вот сейчас действительно стали задания сложнее в начальной школе? Или так кажется? Ну, давайте мы об этом узнаем учителей начальных классов. Да, мы пришли в кабинет начальной школы, общеобразовательной школы номер 6. И у нас здесь вот такие две замечательные девушки. Светлана Олеговна, да? Светлана Олеговна Панова. Никита Николаевич, ставьте. Добрый день, доброе утро, точнее. Меня зовут Светлана Олеговна, я логопед в нашей школе. Приступила к работе совсем недавно, но хочу сказать, что мне очень нравится и коллектив, и школа очень замечательная, и светлая, и новая, и вообще атмосфера очень хорошая, дети прекрасные, много позитива получаешь каждый день, работая с детьми. И учитель начальных классов. Доброе утро, меня зовут Нонна Валерьевна, я учитель начальных классов. Значит, у меня 2 класс нынче, 4 параллели в начальных классах. Мы, значит, в классе более 30 детей, в моем классе 32 учащихся. Значит, в новой школе у нас созданы все условия для развития наших маленьких школьников младших. Ну, значит, ведутся также внеурочные кружки, это такие как ритмика, шашки, подвижные игры. Поэтому дети развиваются, ну, значит, они занимаются не только учебой, да, но и развивают свои интересы, свои... Действительно ли вот тяжело сейчас решить нам, взрослым людям, некоторые задания из начальной школы? Ну... Бывает, что родители вот к вам подходят и спрашивают, не можем решить. Да, такие случаи бывают, такие ситуации, конечно, тоже бывают, но стараемся как бы решать эти вопросы, да, но и в основном как бы дети у нас бывают тоже разные, есть дети, которые сразу на лету улавливают, есть дети, с которыми надо индивидуально поработать. Дополнительно подсказать. Но, Анна Валерьевна, ну ваш день тоже начинается в 5 утра? Если мы, конечно, с первой смены, да, то, конечно, мы просыпаемся тоже рано, но не в 5 утра, но, да, в 6 мы уже как бы готовимся к работе. Сейчас, в этом году, мы со 2 смены, поэтому, конечно, ну, не так рано просыпаемся, но тоже стараемся готовиться, конечно, утром, да. Вот Нонна Валерьевна ради нас пришла все-таки утром, несмотря на то, что со 2 смены. Светлана, вот вопрос, да, такой уже лично от меня. Вот буква «Р», моя такая противная буква «Р», можно ли в моем возрасте что-то сделать? Конечно, можно. В первую очередь это ваше отношение к нарушению, так скажем, да. Вам нужно будет обязательно делать каждый день артикуляционную гимнастику. И в принципе можно заниматься дополнительно с логопедом, и, конечно, можно исправить. Но это будет не сразу, нелегко. Это нужно будет перебороть себя, свою
лень, возможно, где-то, и настроиться на позитив, и работать, и можно исправить, да. В пенсии я исправлюсь. Возможно. Да, Кать? Возможно. Да. А пока меня будет Светлана обучать этим артикуляционным правильно упражнениям, я предлагаю посмотреть сюжет. Да, и мы прямо сейчас со школы номер 6 отправляемся в промышленный техникум. Студент первого курса промышленного техникума по специальности ювелир Александр Стручков готовится к чемпионату WorldSkills. Александр представит свое ювелирное изделие. По словам студента, в ювелирном деле нужно быть терпеливым, усидчивым, внимательным. Поступил через испытания. Нам надо было сначала в первом испытании нарисовать орнамент, а потом показывать свои достижения, посмотрели на нас и в итоге приняли. Сложность, в принципе, никакой. Главное быть терпеливым, усидчивым и внимательным. То есть он должен быть креативным. То есть сейчас прошло время такое, где все другое, все модное. То есть надо понимать моду. Для того, чтобы будущие ювелиры шли в ногу со временем, на базе промышленного техникума работает современная лаборатория дизайна Coworking Center. Она обеспечена рабочим залом для резидентов лаборатории. Ребята обучаются 3D-моделированию и компьютерной графике. Техникум участвует в чемпионатном движении WorldSkills, и поэтому мы приняли участие в такой компетенции, как изготовление прототипов, подали заявку, защищались в нескольких конкурсах и, соответственно, приобрели принтеры, станки с ЧПУ. Непосредственно цель лаборатории дизайна – это обучение ювелиров, чтобы они были современными специалистами в трехмерном моделировании, в предпечатной подготовке. В Якутском промышленном техникуме по специальности ювелир готовят на базе 9 класса. Срок обучения 4 года. Технологии идут вперед, и промышленности республики нужны компетентные кадры, отмечают преподаватели. Первые курсы обучаются на таких учебных материалах, цветные металлы используем для этого, допустим, медь или латунь, да? А потом уже со второго курса у них начинается обучение на драгоценных металлах, то есть у нас есть лицензия на именно работу с серебром. Сегодняшняя задача промышленного техникума – это работать по цифровым технологиям, готовить не просто ювелира или огранщика, но и специалиста, умеющего составлять программы для того, чтобы работала техника. Наталья Колесова, Андрей Рукавишников. Новый день. А мы продолжаем вещать из общеобразовательной школы номер 6, которая расположена в ДСК. Абсолютно новое здание. И знаете, когда мы зашли в актовый зал, что у меня, что у Кати, мягко сказать, челюсть-то отпала, да? Как будто попали в современный кинотеатр вообще. Да, я думаю, любая организация позавидовала бы, да? Да, мы здесь, видимо, будем теперь проводить мероприятия, будем к директору ходить, просить. Похвалитесь залом, Мария Николаевна. Сколько мест посадочных? Так, это наша гордость, актовый зал, так как опять-таки я возвращаюсь в то здание. Вот там у нас была имитация такого актового зала, да, а сейчас вот здесь в этом данном зале 289 посадочных мест. То есть мы здесь можем полноценно проводить все мероприятия воспитательного характера, да, и встречи всякие, разные. И вот с сентября месяца здесь довольно-таки уже много на этой сцене детей побывало. И стихи читали, и поют, и пляшут. И, вот этот актовый зал, конечно, для них тоже это большая радость. Но мало того, что, допустим, здесь на площади вот этого актового зала, у нас, посмотрите, обратите внимание на оборудование, которое установлено, да? Оно, как говорится, по последнему требованию, а вон там вот наверху, вот с левой стороны, если посмотрите, там аппараторская. Да, аппаратная, и откуда можно регулировать звук, свет и так далее. Вот так вот. Вот именно в этом актовом зале 1 сентября у нас было открытие, где присутствовали гости, дети, и Василий Сергеевич Николаев, и Сардана Владимировна Аксентьева была, депутаты
Стулья Поэтому такие бывает. мягкие, марки, можно сказать. Они, да, вот в этом плане, да, немножко как-то это самое настораживает, но ничего, дети берегут, ну и мы тоже как-то к этому очень так щепетильно относимся, и я думаю, то, что мы сохраним то, что нам доверено. Вот все-таки Так везет что- современным детям. Я помню наш школьный актовый зал, мы сидели на стульях, на На этих, на школьных. железно-деревянных. Ага, так что вот. А вот какие ближайшие мероприятия планируете здесь провести? Так, ну у нас самое ближайшее мероприятие, это будет 22 числа, 22 ноября у нас будет выборы президента школы. Вот в течение этой недели, уже буквально с сегодняшнего дня, начинаются дебаты. Ну как это вот все. Маргарита Николаевна, спасибо вам за экскурсию в школе. Наша программа подходит к концу. Встречайте наших коллег Италину Константинову и Петра Колоковского. Которые будут уже из Хатас.